Триває вечірній інформаційний вечір на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас. Дякую, що ви долучилися до нашої розмови. А впродовж наступних півгодини розмовлятимемо з жінкою, красивою і сильною жінкою, а сильною насамперед, бо вона спортсменка, олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, українська гімнастка просто і зараз тренер Стелла Захарова, гість нашої студії. Пані Стело, ще раз доброго вечора. Добрий вечір. Дякую, що ви в такий п'ятничний вечір знайшли півгодинки часу для того, аби з нами поспілкуватися. Почнемо, можливо, з негативу, але сподіваюся, що вийдемо на позитив. Отож, Олімпіада 2018, яка відбудеться у Південній Кореї, і новина, яка з'явилася позавчора, і багатьох вона когось шокувала, для когось вона була абсолютно передбачуваною, про те, що російські спортсмени не братимуть участі у цій Олімпіаді, власне, від імені Росії. Тобто вони можуть виступати, але звучатиме не гімн Росії, а олімпійський гімн. І не прапор Росії, а буде, скажімо, олімпійський прапор. Я би хотіла, аби ви, як спортсменка і як олімпійська чемпіонка, з точки зору спортсмена оцінили цю ситуацію, в якому становищі опинилися зараз російські спортсмени, які, можливо, стали заручниками ситуації, можливо, ні, але те, до чого вони готувалися багато років, по суті, зараз перед ними великий вибір і важкий. Або виступати просто як спортсмен під своїм ім'ям, або не представляти країну і себе. Ну, первое, что я хочу сказать для спортсмена, настолько это удар большой, потому что вы прекрасно понимаете, что для спортсмена участвовать в Олимпийских играх, может, это жизненный шанс, может, его и не будет больше никогда. Поэтому мы не будем сегодня брать спортсмена, делить Россия, Украина или Казахстан, Узбекистан. Мы спортсмены. Мы делаем одно доброе, хорошее дело для своей страны. И сегодня вмешалась в эту ситуацию очень сильно политика. И виновно руководство России прежде всего. Потому что люди, непрофессионалы, работают в спорте. Вот за многие-многие годы они получили результат. И в этой ситуации страдает не Мутко, не Национальный олимпийский комитет России Жуков, а спортсмены. Те, которые защищают страну и получают олимпийские награды и медали. И это жизненная ихняя, вся жизнь это, потому что она потом вспоминается, и ты понимаешь, что ты не можешь вернуть уже обратно ничего. Поэтому в этой ситуации заложниками стали российские спортсмены. І я нагадаю, що наші глядачі можуть мати теж з нами зв'язок і можуть ставити вам запитання. Зокрема, якщо у вас є запитання до Стелли Захарової, або ви, скажімо, хочете висловити якусь важливу свою думку, ви можете телефонувати до нашої студії. Я нагадаю номер телефону, і зараз ви його можете побачити на своїх екранах: 073 419 41 58. Отож, телефонуйте, будемо раді вас чути. А ви кажете про те, що, власне, у керівництві багато непрофесійних людей. І нагадаю, власне, про що йдеться, можливо, хтось з глядачів не знає, йдеться про допінговий скандал. Йдеться про те, що вже збірну Росії позбавили 11 медалей і першого місця в загальному заліку домашньої олімпіади в Сочі у 2014 році. І часто ми, власне, вже до цього висновки, до цього рішення ми чули про ці допінгові скандали у Росії. А в Україні про таку кількість і про ці скандали не йдеться. Чему? Потому что в Украине денег нету таких. Давайте с вами рассмотрим такой вопрос. В России это поставлено было как государственная программа. Господин Мутко, путинсковские люди, которые он поставил, и доверял, и думал, что в спорте можно все вот так вот сделать, решить. И это была поставлена целая, сделанная государственная программа финансирования. ВАДА, они имеют лицензию в ВАДА, сертифицированные, имеют лабораторию в России. У нас в Украине этого нету, потому что это очень дорогое удовольствие. И когда поставлено было это чисто на поток, и вы прекрасно понимаете, один раз прошло, второй раз прошло, и так оно захлестывает. Таким методом можно спокойно завоевывать медали и себе вешать на грудь
ордена после этого. И человек не понял о том, что международная общественность, они не такие глупые, чтобы это все время пропускать. И зная о том, что сегодня конфликты идут и политические, и очень серьезные и сильные, и не только политические, а наказуемость должна быть уже прийти, когда спортсмены одной страны практически завоевывают все медали, такого быть не может. Я хочу вам сказать, что у нас такой ситуации никогда не может быть, пока на данный момент, я надеюсь, и не будет, потому что у нас нету денег. У нас, если сегодня брать нашу лабораторию, во-первых, у нас она не имеет лицензии ВАДА. Второе, она где-то на уровне там района всего лишь. А третье, это спорт, это чистое должно быть. Мы не должны заниматься такими употреблением допинг-контроля, потому что это нечестно и не по отношению друг к другу нету чести как спортсмен к спортсмену. Потому что ты прекрасно понимаешь, что сегодня ты своим каторжным трудом тренируешься 4, а может быть даже и 8 лет, идешь к Олимпиаде, хочешь завоевать эту медаль, и вдруг выскакивает какой-то неизвестный спортсмен откуда-то там, с какого-то села неизвестного, и становится олимпийским чемпионом. Вот здесь вот такого не должно быть. Я считаю, что Международный Олимпийский комитет, они приняли правильное решение, очень правильно, для того, чтобы не было повадно другим странам. Потому что я могу сказать такой пример, привести. В гимнастике мы никогда в жизни не предполагали, что в гимнастике можно использовать запрещенные препараты, да? А оказывается, это делают наши американские друзья сегодня. И американская женская сборная, уже все об этом знают, применяет определенные запрещенные препараты. Вот представьте себе, что такое слово гимнастика? Она подразумевает под собой изящество, красоту, грацию. И вдруг выходят на помост тетки вот такие, вот с такими ногами, такие мощные, и которые выполняют ту сложность упражнения, которая недоступна там европейским гимнастам, Поэтому я считаю, что такая несправедливость, она должна на корню наказываться. А первый звонок и нам, нашей общественности, элите, нашей руководства, можно так сказать, что не дай бог, если будет в дальнейшем мысли хотя бы на такой уровень поставить, также и нашу украинскую сборную, то это чревато тем же примером Мутко, который сегодня не выездной. Естественно, на нем поставили крест, и он в международной общественности уже никто. Тут надо задуматься об этом, я считаю, очень сильно. И вообще в спорте должны работать те люди-профессионалы, которые понимают, что если ты сегодня делаешь шаг, сегодня отвечаешь, что ты и завтра должен ответить за этот шаг. Вот как сегодня будет отвечать Мутко перед российскими спортсменами? Это полностью его вина. Власне, російські спортсмени, на вашу думку, як зараз, як спортсмен має вчинити в цій ситуації? Як буде правильно? Можливо, як би ви, скажімо, вчинили? І, можливо, ви спілкуєтеся з кимось, з російських колег, або там раніше, скажімо, спілкувалися? Вы знаете, у них нету самого важного, это право слова, то есть свободы слова. Тобто у спортсмена в принципі немає вибору, як вчинити? Нету выбора совершенно у них. Вот, понимаете, они настолько там все под одной нишей ходят. Вот им сказали так, значит, надо сделать так. К сожалению большому, у них нет свободы слова, к большому сожалению. На сегодняшний день у нас в Украине это право есть. И дай бог, чтобы у нас это право не забрали, для того, чтобы мы могли общаться с нашими спортивной общественностью, чтобы мы могли общаться с украинским народом, чтобы мы могли доносить, что так нельзя делать, потому что это чревато
чревато в будущем для нас и для нашей страны, и для нашего имиджа. Вы прекрасно понимаете, слово «спорт» – это имидж страны прежде всего, имидж всего украинского народа. Так вот, один человек сегодня его осквернил, то есть там Россия. Право слова какое-то россияне, они не имеют. И я так думаю, что то, что им скажут, мое мнение такое, потому что я знаю, я общаюсь с людьми, они очень открытые, очень добрые люди, и мы друг друга понимаем, потому что мы разговариваем на одном языке спорта. Но они не могут сегодня высказать то, что они хотели бы, и они будут делать то, что им скажут. І попри цю ситуацію, в будь-якому випадку наші спортсмени, наша збірна теж готується до Олімпіади 2018. І я би зараз хотіла, власне, поговорити більше про умови, в яких спортсмени готуються впродовж останніх кількох років, власне, відколи почалася війна з Росією, коли відбулася анексія Криму. Часто з'являлася інформація, і вона була підтверджена про те, що наші спортсмени їдуть до Росії тренуватися, бо, власне, там є тренувальні бази відповідного рівня, яких у нас насправді нема. І якщо у випадку, скажімо, чому нам не загрожує допінговий скандал, бо ми бідні, в цьому випадку це нам, скажімо, грає на руку, то у випадку підготовки до Олімпіади, підготовки спортсмена, насправді те, що ми бідні, на руку не грає, бо нашим спортсменам нема де тренуватися. Вы знаете, сегодня не нужно уже третий год подряд прикрываться войной. Война, я считаю, что это не показатель, что надо уничтожать то светлое и доброе, которое сегодня дает позитив всей стране. Это спорт. И мы в тяжелейших условиях, как на войне сегодня. И мы выезжаем, мы не внутри своей страны, а мы выезжаем за рубеж, спортсмены выезжают. И своими достижениями, трудом и силой показывают, какая мы мощная, какие мы трудолюбивые и сплоченный народ. И звучит гимн там, за рубежом. И видят, какие мы в этой ситуации спортсмены стойкие, что можем при этой ситуации, которая у нас в Украине, выйти и выигрывать медали, не имея ничего. У нас нет инфраструктуры сегодня. Почему об этом сегодня министр спорта ни один раз не вышел и не сказал? У нас нету вот этого, что нужно здесь сделать, подискутировать, подебатировать вместе совместно. Мы же спортсмены, мы же делали эту страну, мы создавали историю этой страны. Почему мы сегодня должны в ганебном состоянии быть? Я всегда об этом выхожу и говорю, почему нас сегодня надо делать людьми ганебными? Потому что не устраивает сегодня тех людей, что мы говорим правду. Правду, которая на самом деле есть. І ми хочемо змінити свою країну в лучше, але нам її можливості не дають. А власне можна змінити, не знаю чи зараз, але, скажімо, минулого року я дізналася про те, що ви долучилися, не знаю, чи ви стали членом аграрної партії, тобто ви долучилися. Є членом аграрної партії, тобто ви долучилися до політики. Крім того, ваш колега Денис Силантьєв, він є одним серед депутатів, теж спортсмен. Тобто, я так розумію, коли спортсмени йдуть в політику, вони можуть намагатися щось змінювати. В цьому напрямку є якийсь певний поступ? Вот смотрите, Денис Силантьев, да? Когда он был вне политики, он говорил, что я изменю, что я сделаю и так далее. Не нужно говорить. Я не хочу говорить сегодня, потому что я прекрасно понимаю, что у меня нет рычагов влияния, и я не могу, у меня не с чего сделать. Но сегодня своими действиями, которые я могу, я показываю то, что у меня в жизни есть. Я не хочу сегодня якать. Я за счет себя, за счет своего дополнительного заработка вне спорта, моего личностного, который мы работаем с мужем и зарабатываем честным трудом деньги нашего бизнеса, я вкладываю в детский спорт. Я ни одной копейки не получаю от государства. Я развиваю детский спорт. Сегодня детский спорт в ганебном состоянии у нас. Ничего нету. У нас детский спорт держится чисто на инициативе и деньгах родителей. И я могу об этом заявить. Власне, міжнародний турнір, який ви організовуєте. Давайте не будем о международном турнире даже говорить сегодня. Второй вопрос. Давайте сегодня поговорим о Денисе Силантьеве, который сегодня сидит в Верховной Раде. Мы о законопроекте говорим о меценатстве уже.
3 года. Умоляем, просим и кричим. Я лично это делаю. Просим, потому что мы прекрасно понимаем, мы же облегчим труд государства. Мы не будем брать у него бюджетные деньги для тех или иных нужд, а можем заполнить те или иные турниры меценатами, потому что им будет интересно работать со спортом и социальным направлением. От прибыли они будут давать на спорт, на социальные нужды, на медицину, на спорт, на искусство и так далее. Можно много перечислять, которые люди сегодня стоят и нуждаются. Ну, хорошо, что есть такая Стелла Захарова, которая без боязни может выйти и сказать сегодня то, что есть проблемы. Реформы давайте, поговорим о реформах. Где они, эти реформы? Реформы сделаны галочки для себя, опять же таки. Тобто я так Где розумію, из одного кармана перекладываются деньги, перекидки делаются в другой карман. Разве это реформы? Где у нас сегодня залы строительства? У нас сегодня в Запорожской области я была. В селе, где 1500 народу. Бизнесмены, ребята, на своей инициативе со своего бизнеса построили шикарнейший зал в селе. Люди не хотят уезжать оттуда. Потому что ездить деткам пойти, кто занимается танцами, кто борьбой там занимается, и люди с села не уезжают. Так почему сегодня не дать возможность здесь бизнесу развивать спорт, то направление, которое будет гордиться вся страна? Мы прикрываемся войной. Сегодня у нас война. И при той же войне мы воруем деньги у тех же ребят, которые там гибнут. Где же сьогодні логіка этого всього? Тобто я так розумію, що ви не задоволені роботою своїх колег, які зараз є у парламенті, зокрема Дениса Силантьєва, якого ми щойно Я, згадали. например, могу это открыто сказать. Я не слышу Дениса Силантьева, чтобы он один раз выскочил на трибуну и высказал то, что у тебя на душе, накипело в душе, как спортсмен. А ви особисто спілкувалися з ним? Чому, скажімо, він цього не робить? Но он і высокий очень. Мы низко плаваем там, он очень высокий парень стал, поэтому мы не достигаем Ну, этого. тоді єдиний вихід для вас – це, скажімо, стати вам народним депутатом. не для меня, не для меня, для нашей страны. Для нашої країни, для українського спорту, але єдиний вихід для вас і для людини, яка хоче щось змінювати. Та? Якщо ви, скажімо, не можете дотягтися до якогось певного високого рівня, це означає, що вам теж на нього треба зайти, дійти і, як варіант, скажімо, стати народним депутатом України. Вы знаете, не все от меня зависит. І будучи в У парламенті... меня нету больших денег для того, чтобы быть в парламенте. И у меня нету волосатой руки, которая бы могла завести меня в парламент. Поэтому, знаете, я единственное хочу, да не в дело в парламенте сегодня. Але це є Діло- можливість майданчик, де можна щось змінювати, як мінімум. Я согласна с вами. Один в поле не воин. Если Стелла Захарова хочет что-то менять, а вся вертикаль и структура не хочет менять и делает нас врагами, или там еще пару человек, которые хотят этого, но мы изгои, потому что такие не нужны. И что такое власть? С властью человек, он может сделать с тобой все, что он хочет. Он может сделать человека, который не нужен спорту, он может сделать сепаратиста из себя, все что угодно, потому что ты не в системе. Есть очень хорошее такое слово, популярное, которое сейчас стало, потому что ты не в системе. Вот что самое страшное. И когда, понимаете, когда в этой вертикали, если начнется сверху, если человек сидит наверху, министр, и скажет, не дай Бог, я увижу у кого-то, кто-то взял со спортсмена что-то, будет наказуем. Так вот, министр первый должен начинать с себя. А у нас сегодня торбами, машинами вывозят от спортсменов еду. Им не достает еды для того, чтобы иметь свой спортивные силы и потенциал, А звідки тренироваться. саме вивозять? Да посмотрите сегодня сюжеты в спортивном интернате Харьковском. Машинами люди вывозят. И я не исключаю, что еще и в других таких же учреждениях, как в Харькове интернат, так же и у нас в Киеве. Машинами вывозят люди продукты, забирая это у спортсмена, который должен получать
достойное питание, чтобы мог тренироваться и выдерживать тренировочные нагрузки. О чем мы говорим, если даже такое мелочь? Мы говорим, война идет. А как же у ребенка забрать сегодня? Так вот с этого надо начинать. Это настолько мелочно сегодня, понимаете, що я даже не хочу, мне больно обсуждать это. Знаєте, я зараз вас слухаю і згадую те, що говорили, коли тривала Паралімпіада. І в Україні, власне, панувала така думка, чому наша збірна і наші спортсмени одні з кращих у світі, чому вони здобувають просто рекордну кількість медалей, та? Тому що ті умови, в яких вони тренуються, ще й враховуючи їхні особливості, тобто умови їхнього життя, плюс умови їхнього життя як спортсменів, це настільки загартовує. І якщо вже вони в нашій країні це побороли і змогли хоча б дозволити собі подумати, що я можу поїхати на Паралімпіаду, то насправді їм вже нічого не вартує там перемогти. І з одного боку, знаєте, я зараз про це кажу, а в мене мурашки бігають від гордості. З одного боку, це дуже сильно, а з іншого боку, це дуже сумно. Але, можливо, власне, для чого здаються такі випробування, і, зокрема, для нашої паралімпійської збірної, про яку, власне, під час останньої Паралімпіади говорив весь світ просто. Не знаю даже, но единственное, что я хочу сказать, можно сказать огромное, наверное, спасибо Сушкевичу за то, что он делает для своих спортсменов. Это на самом деле он очень много делает. И если бы нам такого Сушкевича 2 в спорте высших достижений, я думаю, что мы бы перевернули весь мир, наша страна. Потому что, вы правильно сегодня сказали, что в таких условиях паралимпийцы, люди с ограниченной возможностью, переворачивают весь мир. А если бы у нас были такие же условия, как у паралимпийцев, у спорта высших достижений, и в каждое село мы заехали, и были мини хотя бы зальчики, я думаю, нам бы не стоило покупать спортсменов или футболистов за рубежа, и мы бы не выгоняли сами из своей страны наших спортсменов, потому что у них безвыходная ситуация, им приходится уезжать, потому что им негде готовиться. А если есть где готовиться, то люди уезжают, находят какие-то гроши, собирают друг у друга, там, у родителей, у кого угодно, и выезжают за рубеж для того, чтобы заработать олимпийскую медаль, и потом расплатиться с этим, но он уже олимпийский чемпион стал. Вот это соромно. Вот это стыдно мне сегодня говорить об этом. Вот страшно об этом говорить. Я же еще раз хочу повторить. У нас настолько сильная, мощная нация, что нам не надо думать, ехать куда-то за кем-то. Наш мир, весь мир сегодня нуждается в наших спортсменах. Потому что прекрасно понимает, что эти люди могут принести олимпийские медали. Они очень сильные и мужественные. Так неужели мы сами не можем понять этого и создать хотя бы на 30% условия, а не пиариться и кричать, вот видите, я лампочки включил, вкрутил, купили мы лампочки для спортивного зала, и ходите пиариться на этом. Мне стыдно, вот как самой Стелле Захаровой, мне стыдно как спортсменке, я бы никогда в жизни этого не сделала. Это обязанность твоя, обязанность. И не надо на этом пиариться, потому что выделены бюджетные деньги на это, для того, чтобы есть растратные части, что нужно сделать. Построить зал. Я понимаю, построили зал бы мощный, красивый, пригласили олимпийских чемпионов, и они бы открыли. Вот это позитив двойной, потому что получается, что государство построило зал, и олимпийские чемпионы, как представители этого направления, дают возможности маленьким деткам равняться и становиться такими же. А кто у нас сегодня Булатов? Вот он приехал. Где у нас прошлый министр спорта Булатов? Его кто-то вспоминает вообще эту фамилию? Ну, зараз вже ні. Нет. А сколько было сделано и уничтожено этими руками за 1 год этим человеком?
Пані Стело, насправді час в нас вже завершується. Хотіла я завершити на оптимістичній ноті, але часу для того немає. Але знаєте, ви таку фразу сказали, що один в полі не воїн. Насправді ще менше 2 років лишилося Україні до зміни влади, до перезавантаження влади. І я дуже сильно сподіваюся, що в полі воїнів побільшає. І, можливо, навіть в цьому полі одним з воїнів будете ви. І я дуже сподіваюся про те, що ситуація в нашому спорті зміниться. Якщо говорити про цю Олімпіаду, наші спортсмени покажуть класний результат. Дай Бог, хочется. Я вам дякую за цю емоційну розмову, сповнену різних емоцій. Дякую вам, глядачам. Я нагадаю, що гостем нашої студії була олімпійська чемпіонка, українська гімнастка і зараз практикуючий тренер Стелла Захарова. Я дякую, що ви разом з нами були під час цієї розмови. Я, Христина Стець, прощаюся з вами, а ви залишайтеся за ТР, бо попереду багато цікавого.